Поэтому самое главное, вы должны понимать и знать должны, что вы не одни. С вами все равно врач любой ситуации. Ну, сегодня у врача, например, не будет времени, там работы же тоже много. Но на следующий раз все равно поможет пациент. Поэтому у вас вот чувство уверенности не должно никогда покидать. То есть всегда врачи. Вообще в онкологии случайных людей нету. Те, которые случайные люди, они приходят, и через некоторое время они уходят. И врачи остаются именно те врачи, которые действительно хотят помочь онкологическим пациентам. Поэтому вот особенно врачи-химиотерапевты, у нас вот 3 специальности есть. Врач-хирург – это самый основной специалист в онкологии, который оперирует, удаляет опухоль. Врач-химиотерапевт – это который занимается лекарственной терапией именно. Ну, сейчас, последние годы, очень бурно развивается именно лекарственная терапия злокачественных опухолей. И врач-радиолог, который лечит лучевой терапией. И все они, значит, делают свою работу, и все они, онкологом становятся не сразу, после окончания клинической ординатуры 2 года, а потом еще специализация у кого-то. И самое главное, наши все онкологи, они все с клинической ординатурой, в основном, как Лена Николаевна сказала, в центральных городах, больших научных центрах проходили клиническую ординатуру. А это очень важно. И самое главное, они все очень хотят помочь нашим пациентам. Как я уже сказала, они не случайные врачи, которые сегодня показала, они пришли на беседу с нашими пациентами. На этом сейчас вы приехали, в какие интересные вопросы? На чем? Японцы. Не поняла. С Японии же приехали, да? Японцы? Да. Японцы, вот на прошлой неделе приехала очень большая делегация японцев. Вообще у нас есть общественный куратор, первая леди Людмила Валерьевна Николаева, жена Есена Сергеевича. Она очень продвинутый человек и наш куратор по онкологии у нас, да. И она именно хочет, чтобы мы, онкологи, значит, тесно сотрудничали с международными онкологическими клиниками. И с японцами у нас связь давно уже. Наши специалисты ездили там, наши хирурги там учились высокотехнологичным методом именно оперативного лечения злокачественных опухолей, да. И сейчас вот цель приезда этих онкологов японских вот на этот раз это внедрение в республику жидкостной биопсии. То есть эта методика очень новейшая. Из крови можно узнать, раковая патология у человека есть или нет. Но, значит, эта методика, она очень дорогая. Мало того, что оборудование купили, и потом реактивы, они очень дорогие. Поэтому сразу внедрить это для нас будет сложновато. Но этому методу можно научиться и потом уже внедрить у нас у себя в республике. Смысл заключается в том, что, значит, из вены берется кровь и смотрят методом жидкостной биопсии наличие вот этих мутантных измененных клеток.
и определяет у человека там опухоль желудочно-кишечного тракта, как они рассказывают, до 1 миллиметра опухоли, то есть до клинических проявлений даже. Да, если находят этот анализ, он положительный, то пациента, значит, детально, очень тщательно обследуют. Если по данным обследования находят опухоль, конечно, начинают там лечить. А бывает, что не находят. Таких пациентов они мониторируют, тщательно наблюдают. И в Японии такой метод, ну, я задала вопрос, как вы широко у себя применяете этот метод. Они ответили, что из-за дороговизны, значит, в частных клиниках они используют. И именно они вот нам рассказали вот этот метод, да, диагностики. Почему? Потому что самое главное в онкологии – это ранняя диагностика. Ранняя диагностика. В таком случае мы можем полностью обеспечить пациенту выздоровление. А это же здорово. А люди же не знают, что у них онкология есть или нет, да тем более, особенно те пациенты, люди, которые живут в северных районах, отдаленных районах. Ну, тут поколят, там поколят, они терпят, ходят до немоготы. Тут пожар, там проблема. Много же у человека в этих. Поэтому, конечно, ранняя диагностика – это очень важно. И мы еще по ранней диагностике какие-то эти тоже надо запланировать, наверное. Ну, активно вот онкопоиск идет, работает. На ярмарках очень много же, да? Это очень важно, ранняя диагностика. Может, один вопрос, Федосия Гавриловна? Вот такое может быть, что в крови у человека нету раковых клеток, да, а локально может быть у человека злокачественное образование. Может такое быть? Что образование где-то оно локализовано, а в крови чисто, нету раковых клеток. И у нас же диспансер и Минздрав совместно с прошлого года проводят акцию, скрининговую программу по 6 нозологиям. Это тоже очень важно. Вот у нас год прошел, и есть очень хорошие результаты. Вообще скрининговые вот эти программы нормально, как вот мы организовали, никогда в республике не было. Поэтому, ой, белка ходит, чеба. Поэтому эти такие программы тоже вы можете посоветовать своим родственникам, знакомым. На телефоне отвечаете на анкету, и потом по анкете вам приходит смс-ка на прием сдачи вот этого онкомаркеров, анализов. Ну, давайте вопросы. У кого какие вопросы есть? И потихоньку будем в течение часа запланирована встреча, поэтому потихоньку давайте мы будем идти в сторону выхода парка. И в конце мероприятия я хочу вручить нашим пациентам и родственникам, да, как раз 4 у нас пациента, вручить книги Капитолины Капитоновны, поэтому никуда не разбегаться, пожалуйста. И пока будем идти. Вопрос. Вот мы о ковиде-то много говорим, но забываем, что скоро уже на носу у нас, наверное, эпидемия возможная. Каждый год случается гриппа. Вот как вы относитесь к тому, чтобы ваши пациенты вакцинировались еще и от гриппа? Это же тоже, в общем-то, обязательная, по сути дела, прививка. Ну, во многом обязательная. Я вот про это хотела. Да, вы спросить. Что бы вы посоветовали? Не поняла. Прививку от гриппа. Можно получать гриппа? или Вот нет? такой Вакцинацию от гриппа мы должны получить после вакцины ковида с перерывом 1 месяц. Хотя в Минздраве говорили, в один день можно в разные руки, но, коллеги, иммунология, иммунитет, иммунная система человека – это очень сложнейший механизм, очень сложная система. Поэтому после иммунологи официально говорят, через месяц надо получить любые вакцины с месячным перерывом. Это имейте в виду своим родственникам тоже скажите. При том, что ты еще не болел, ну, допустим, простудными какими-то. Да? Ну, то есть вы рекомендуете, что все-таки и ваши пациенты, они тоже должны быть вакцинированы и от гриппа, и от
по возможности при Да. наличии показаний от ковида. Потихоньку пойдемте, да?